25 декабря 1979 года руководство Советского Союза, опасаясь переноса военных действий из Афганистана на территорию приграничных среднеазиатских республик, приняло решение ввести войска в Афганистан. Целью данной военной операции была помощь правительству страны, раздираемой гражданской войной. Ввод советских войск в Афганистан рассматривался тогда как кратковременная мера. На деле этот процесс затянулся почти на 10 лет. За время войны были ранены 49 985 человек. Инвалидами стали 37 тысяч. 500 человек числятся в списке без вести пропавших. Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч советских военнослужащих. Не остались в стороне и молодые призывники из Абхазии, для которых выполнение интернационального долга было священно. Для таких, как мы, все по 18 лет, война и прочие столкновения всякие мы только видели по телевизору. А тут ты сам попадаешь туда, ты должен уже сориентироваться, как и все. Вот то, что мы и делали, потому что все-таки знали, что мы на чужой земле, но выполняли задачу Советского Союза, правительства. Это не только мы захотели и поехали. Нас послали, доверили, значит, надо было это все оправдать. Из нашей страны в афганской войне участвовали 300 человек. На сегодняшний день в Абхазский союз ветеранов Афганистана входит 140 воинов-интернационалистов. 15 абхазских военнослужащих не вернулись на родину. 13 из них посмертно награждены орденами Красной Звезды. 11 человек получили ранения. В то время нередки были случаи, когда только на пути в Афганистан молодые бойцы узнавали, что будут участвовать в боевых действиях, вспоминают сегодня ветераны Афгана. Это было совершенно секретно, куда отправляют, где ты будешь находиться, в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Афганистане или где-то в Советском Союзе. Призвали, пришел, расписался. Уже завтра надо явиться в военкомат с вещами. 5,5 месяца я проходил сержантскую учебку, обучали, как водить технику, как стрелять, со всего вида оружия ознакомливали. Тяжеловато, но солдат привыкает ко всему. Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Главной задачей советских войск было поддержание мира в стране. 15 февраля 1989 года, 30 лет назад, первые боевые колонны пересекли мост Дружбы в Афганистане. Этот день стал настоящим праздником для военнослужащих и их семей. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. И она стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. Когда мы услышали от Михаила Сергеевича Горбачева, что войска надо выводить, и все, и там в течение года, по-моему, выводились войска поэтапно, естественно, в 19-20 лет никому не хотелось погибать. 1 апреля меня уволили в запас уже, и я приехал сюда, я сам Гудаутский, в 6 утра. Приземлился 22 апреля в Сухуми. 22 апреля на день рождения Ленина я попал в Гудауту. Люди работают, субботник, все нормально. А когда я проходил, иду в форме, при медалях, естественно, то люди бросали лопаты, подходили, кто-то так потрогает, кто-то так потрогает. Пока я до дома дошел, я ехал 22 дня. Домой вообще. 1 апреля уволился, 22 дня ехал. Не успев оправиться от перенесенных ран афганской войны, воины-интернационалисты вновь встали на защиту Родины, но уже своей родной Апсны, делясь военным опытом со своими братьями и друзьями во имя мира, спокойствия и справедливости на земле.